Новая атака талибов, при которой на севере Афганистана уничтожена линия электропередач Санктуда-Пули-Хумри, привела к неожиданному и неприятному результату для официального Душанбе. Уничтожена линия, по которой из Таджикистана в Афганистан поставляется электроэнергия. Это при том, что само население республики испытывает постоянную нужду в энергии и получает ее всего по несколько часов в день. Правительство не раз утверждало, что одно с другим никак не связано, но уничтожение ЛЭП заставило властей срочно отменить лимиты для населения, и вот уже сутки таджикистанцы живут при свете. 9 февраля вечером в провинции Баглан талибы подорвали линию электропередач, посредством которой Душанбе поставляет энергию Кабулу. Представители афганской энергокомпании пообещали в кратчайшие сроки восстановить опору, но только после того, как власти зачистят территорию от боевиков. Однако несчастье рядовых афганцев, остающихся без света зимой вот уже третьи сутки, обернулось счастьем для простых таджикистанцев. Национальная энергокомпания Таджикистана была вынуждена срочно перебросить поток энергии с афганского направления на внутреннее, так как остановить выработку на ГЭС одномоментно невозможно. И впервые этой зимой у таджикистанцев свет горит круглосуточно, хотя ранее энергию они получали всего на 2 или 4 часа в сутки. Ранее власти Таджикистана заявляли, что импорт энергии соседям, Афганистану и Кыргызстану, никак не связан с вводимыми лимитами, мол, это разные проблемы. Чтобы решить проблему внутреннего дефицита, Душанбе начал возведение Рагунской ГЭС. Но не найдя денег на внешнем рынке, так как Узбекистан резко против этого строительства, Таджикистан собрал средства с внутренних потребителей, опять же заявляя, что это исключительно в их интересах. Однако и эти средства куда-то пропали, а лампочки в домах таджиков по-прежнему горят всего несколько часов в сутки. Хотя на время выборов, как это было в марте прошлого года, свет, конечно, подавался круглосуточно. Подрыв ЛЭП в Баглане однозначно продемонстрировал, что власти предпочитают продавать электричество за рубеж по завышенной цене, чем поставлять его своему населению по ценам существенно ниже импортных. И теперь правительству сложно утверждать, что эти проблемы, мол, никак не связаны. Однако впереди строительство еще более мощного экспортного проекта ЦАСа-1000, по которому таджикская энергия будет уходить еще дальше, уже до Пакистана. Останутся ли при этом внутренние потребители вовсе без света, размышляет экономический обозреватель из Таджикистана Зульфикор Исмаилион. Вот сейчас производится где-то 60, по-моему, миллионов киловатт энергии в Таджикистане. Этого полностью достаточно, чтобы обеспечить внутренние потребности вообще Таджикистана зимой, лето и все время. Но дело в том, что у нас вообще-то хотят как-то в общем, завоевать рынок, который мы поставляем энергию в Афганистан, а потом дальше, вот как вы сказали, когда вот строят ЦАСа-1000, потом энергия пойдет в Пакистан, может быть в Индию, но для этого нам нужно еще построить гидроэлектростанция Даштидом, который он мощнее Рагуна. Вот. Сначала надо строить Рагунский ГЭС, а потом вот это все будет как бы доступно для Таджикистана. Но сейчас зимой, конечно, и летом у нас избытка электроэнергии. Продают Афганистану, ну и сейчас тоже продают. Потому что у нас есть договоренность и не хотят терять рынок, поэтому зимой у нас такой как бы режим, который предоставляет энергии, допустим, не городам, а сельской местности, где-то в районе 10 часов или 11, вот так. Между тем, данный подрыв ЛЭП в Баглане уже не первый. Ранее в этом районе талибами была подорвана опора, ведущая из Узбекистана в Кабул. Из-за этого инцидента афганская столица уже несколько дней обесточена на 70%. Власти афганской провинции заявили, что с начала антитеррористической операции на ее территории убиты свыше 130 боевиков движения «Талибан». Потери правительственных сил по официальным данным достигли 2 человек убитыми и 6 ранеными. Затруднение в деле дальнейшего продвижения представляет значительное
значительная площадь районов, заминированных боевиками. Сейчас операция в Баглане на время приостановлена по причине сильного снегопада. И это дает передышку не только талибам, но и простым таджикистанцам, для которых очевидно, чем дольше будет неисправна линия в Афганистан, тем больше будет света в их доме.